всех лавров. Она и так прославлена, сильна. Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает настойчивость и упорство в достижении целей. Маркушев так говорил. Добрый вечер, дорогие участники, уважаемые жюри и просто любители математики, которые пришли сегодня поболеть. Мы сегодня здесь собрались, чтобы показать, что математика, предмет математика настолько серьезен, что полезно не выпускать случая, делать немного занимательных, писал Блес Паскаль. Математика дисциплинирует ум, учит логическому мышлению. И хотя математика по-прежнему нам кажется трудной, серьезной наукой, иногда в ней проскальзывает и озорная улыбка. А теперь сегодня у нас будет жюри, в котором мрачно сидит. Учитель химии и биологии Батаева Радя Эльбековна. Похоже. И наши очки будут не такие. Завуч школы Байбекирова Зайна. Народный филолог Сульманова выпускница нашей школы, студентка университета математического факультета, отличница учебы Гудаева Иман, учитель математики Закраилова Мариса и председатель жюри, директор школы Хасаева Зина. Так, снимать ваши удачи и неудачи будет фотокорреспондент из Пангелиева Славного и ученица 9 класса Пираева Хачида. Так, кто они, с чем они сами скажут. Но чтобы мы сначала, чтобы мы выяснили, кто первым, право дать, кому первым начать это мероприятие, вы сначала послушайте стихи, которые они дома подготовили, да, и потому, как выразительно, творчески, с энтузиазмом они это прочитают, вы будете судить, кому предоставляется право первым начать мероприятие. Пожалуйста, стихи читать разный цвет. У вас, пожалуйста, начинайте. Так, сейчас хорошо прочитал. О, математика земная, гордись прекрасная собой, ты всем наукам, мать родная, и дорожат они тобой. Похлопайте. В веках овеяна ты славой, светила всех земных светил. Тебя, царицей величавой, недаром Гаусс окрестил. Без тебя не поделящий акра земли, даже хлеба не купишь, рубля не сочтешь. Что почем не узнаешь, а узнав не поймешь. Надежду нынешнего века, царицу всех земных наук. Нашей науки, и кто имеет право на первый начать. Это тоже достойно. Все значит, да? Так, но считаем, что вот эта команда КВМ. Так, команда. Да, более. Хорошо, похлопайте. Так, пожалуйста, вам слово. Итак, первый. Означает команда веселых математиков. Девиз наш. Сегодня будем мы опять считать, отгадывать, смекать. Мы приветствуем всех участников нашего веселого представления, веселых математиков. Привет всем! Как же нам не веселиться, не смеяться, не шутить? Ведь сегодня на турнире мы решили победить. Будем биться мы упорно, будем думать и искать, будем биться за победу, чтобы ее не потерять. А теперь наши участницы нашей команды, девушки наши прекрасные, вам какой частушки про математику. Скорость лошадей узнали и в ответе написали: «Мчится лошадь без кареты в 1000 раз быстрее ракеты». Стоит Коля у доски
и зевает от тоски. Он никак не разберет, где окружность, где рот. Сложно, конечно. Начертили мы квадрат. Угол здесь прямую так. За ответ поставили мне 3 в журнале, 2 в уме. Это что же в самом деле получилось стыд и срам? Землекопов вдруг задачи разделили пополам. Рассчитали путь движения, курам всем на удивление. Время с метрами сложили, килограммы получили. Аплодисменты, пожалуйста. Среднеарифметическое гениальное изобретение математиков. Например, мы с тобой неразлучные друзья, все делим пополам, и хорошее, и плохое. Например, сегодня мы получили оценки. Ты получила 5, а я 1. Складываем, делим пополам, оба получили по 3. И отец меня не будет ругать. Да здравствует среднее арифметическое. Ты даже не спросил, устраивает ли это меня. Подожди, я еще не закончил. Например, сегодня ты пошла в школу 15 минут раньше, а я на 15 минут позже. Складываем, делим пополам, среднее арифметическое. Я тебя проучу. Ты помнишь, просил меня кеды купить в нашем магазине? Тебе мама дала деньги? Ну да, дала. Давай я пойду сбегаю в магазин, а ты решишь несколько задач со своим арифметическим. Ну хорошо. Ну наконец-то у меня будут кеды. И Ризван Магомедович не будет меня ругать. Видишь, как я быстро вернулась? Утверждение принимает мы без доказательств. Правильно. Четырехугольник, у которого противоположные стороны параллельны. Правильно. Как называется функция вида y равно x квадрат плюс bx плюс c? Правильно. Квадратичная. Сколько вершин у ромба? Правильно. Тысячная доля килограмма. Грамм. Правильно. Результат деления. Квадратичная. Сколько вершин у ромба? Неправильно. Частная. Треугольник, две стороны которого равны. Неправильно. Равнобедренный. Дробь, у которой числитель меньше знаменателя. Неправильно. Правильно? Неправильно ответили. Сумма длин сторон прямоугольника. Правильно, периметр. Любое число в нулевой степени. Чему равно? Правильно. Единица измерения угла. Правильно. Сколько боковых граней у шестигранного периметра? Любое число. Параллелепипеда. 6. Правильно. Наименьшее семизначное число. Да. 1000. Миллион. Неправильно. Закончите. Пифагоровы штаны. Правильно, во все свои Я хочу сказать заранее, эта команда показала домашнее задание, они перепутали задание специальное. Вот сценка, которую они показали, это было домашнее задание. Да. Сценка так, это было домашнее, теперь это команда. Вот, но они сами знают. Сценка, которую они показали, это было домашнее задание. Это было домашнее, теперь Ну как, извлекать корни умеешь? Ну да, конечно. Нужно потянуть растение за стебель, и корень сам извлечется. Нет, я имела в виду другой корень, например, из 9. Да, конечно. Это будет растение за стебель, потому что слово 9 суффикс «те». Нет, вы меня совсем не поняли. Я имел в виду корень квадратный. Да квадратных корней не бывает, они бывают только мочковатые и стержневые. Арифметический квадратный корень из 9. А это мы скажем словами из песни. Так, мочковатые и стержневые. Тили-тили, наливали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам, парам-пам-пам. Мы не проходили, это нам не задавали. Я его перевела. А что ты туда? Вот так, чтобы никто не видел. Вы на этой половине доски пишете формулы, которые вы знаете. Потом вы должны и алгебра, и геометрия, и физика. Вы на этой половине, если не поместится, что ли, ну компактнее пишите. На это дается 2 минуты.
Вот такие, которые я вам дала. Слово гипотенуза каждый пишет. Гипотенуза. Взяли листочки? Гипотенуза. Записали? Из этого слова вы образовываете новые слова. Если это слово будет каким-то образом связано с математикой, за это слово 3 балла, а так за каждое слово 1 балл. Вы придумываете и общий отдаете жюри. Все слова, которые один фиксирует за каждое слово 1 балл. Тихо, чтобы не слышали. И общий отдаете жюри. Все слова, которые один болельщик слушает, да? Так, все? Под 2 дугами 2 яблока с дугами. Так, все? Под 2 дугами 2. Ну, правда, у нас такие дуги сейчас. Глаза, да? Ой, отгадалась. Глаза. 2 брюшка, 4 ушка. Детская загадка. Что здесь неправильно? Сейчас и получаешь мой размер 40-й. Мы снова в гости к вам пришли. Мы долго ждали этой встречи и постарались как могли. Вас приветствует наша команда БАМ. Наша команда. Мы назвали свою команду БАМ. Это, конечно, не молодежная стройка времен юности моей мамы и вашей Сани Мадулаевны, которая называлась Байкал-Амурская магистраль. А это по-нашему расшифруется так. Будем активно мыслить. Привет, друзья! Сегодня в школе большой и интересный день. Мы приготовили веселый наш школьный вечер КВН. А этот КВН сейчас науке посвящается, что математика у нас с любовью начинается. Мы отвечаем дружно, и здесь сомнений нет. Сегодня будет дружба, владычица побед. Пусть острее кипит борьба, сильнее соревнования. Судьба успех решает не судьба, а только наши знания. И соревнуясь вместе с вами, мы остаемся друзьями. Итак, пусть борьба кипит сильней, и наша дружба крепнет с ней. Потому что 1 равен 2. Как мы это сделаем? Все прекрасно знают, что а в квадрате минус а в квадрате равно а в квадрате минус а в квадрате. Вы согласны со мной? Я работаю с болельщиками. Давайте разложим левую часть на разность квадратов. Что я должна записать? Правильно. А минус а на а плюс а. В правой части вынесем общий множитель за скобки. Что выносим? А. Скобка осталась а, да? Если разделить, что мы имеем? А плюс а равно а. А плюс а. Сколько будет? 2а. Равно а. Теперь сокращаем на а обе части и получаем что? 2 равен единице. Ну и что я по правилам разложила? Получаем что? Заполнить клетки. Которую мы знаем, не только надо просто применять, а применять умом и правильно. Применять надо умом и правильно. Так, все, время истекло, говорят. Если вы поняли, что надо делать, заносите ответ. Вот то, что получилось здесь, ставите сюда. Решается. То, что получилось здесь, сюда ставить. И дальше пошли. Что получилось здесь, ставите сюда. Вот пускайте, секунд. Юг, экстатик, эксуак. Так, теперь игра для болельщиков. Пока они решают, я задание повторяю только те числа, но не называйте те, которые делятся на 8. Игра для болельщиков. Пока они решают, повторяйте числа за мной, те, которые я
24, 30, 32. Еще кто внимательный? 4. Ошибся. Следующий. 10, 12, 18, 17, 24, 8, 80, 15. Ошиблась. Да. Все. Я на руки конверты. Быстро. 4. Раз, полтора, два с половиной. Единицу меньше. Здесь дописываем. 4, 7, 4. И вот ответ вашего умножения. Кто не верит, можете проверить. Получается 525 474. Другое число, пожалуйста. Назовите. Получается 525 436. 435. И следующее. Вы закономерность должны узнать. Умножаем. Смотрите. 3, 6, 5. 435. И следующее. Вы закономерность. Так. Получилось 435 563. Так, первые 3 цифры мы берем на единицу меньше того числа, которое мы назвали, да? Вторые 3 цифры — это есть разница между этим числом и вот этим. То, что не достает вот у этого числа до 999. То есть я вот от этого отнимаю 435. У этого числа. Понятно, да? И записываю. Вот это были все прелести математики. Это были все прелести математики. А у меня 20, 14. 20 было? 14. 6 тоже, да? По корпусу. 13. Вам 13? Так, все, вы успокоились? Так, по итогам 3 конкурсов КВМ у нас набрал 14,4 балла и БАМ набрал 14,2. Так, по итогам... А во-вторых, решаем. Проблемные ситуации большие не создавать. Можно. 3 кролика. 3 девочки попросили дать им по одному кролику. Просто девочек была удовлетворена. Каждая из них брали кролика. И все же в клетке остался 1 кролик. Как могут так? 3 девочки попросили дать им по одному кролику. Каждая из них брали кролика. Так, я повторю. Там в клетке находится 3 кролика. 3 девочки попросили по одному кролику. Всем досталось, да? Да еще в клетке остался 1 кролик. Как он умудрился? 3 девочки попросили по одному кролику. По клетке Всем досталось, да? И каждой дали. Одно еще. Удовлетворяет? Одна девочка с клеткой забрала. Вот с клеткой забрала. Нет, она сказала только одну. Так, значит, 2 кролика, а 3 девочка. Да. У меня тоже дома клетки. Так, тихо, слушайте, прозевайте, повторять не будем. Какие 3 числа, если сложить или перемножить, дают один и тот же? Так, тихо, слушайте, прозевайте, повторять. Далеко не Какие 3 числа, Какие 3 числа и при сложении, и при умножении дают одинаковые ответы? Нет, 3 числа. Ты должна назвать 3 числа. Сказала, далеко не уходите. Если не и при сложении, и при умножении получается одинаковый ответ. Это одни и те же 3 числа. Вы их складываете, получаете
получите какой-то А. И сложили тоже, и умножили тоже. Далеко не уходите. Я разъясняю, как будто я на уроке математики. Так, все, время истекло. Далеко не уходите. Получилось? Я разъясняю, как будто я на уроке математики. Я только... Так, все, время... При сложении, при умножении падаете. 1, 2, 3. That is only 2. 2, 3. Чем горять? Окончательно. Головой создаёт правильно. А число помещу. Нет, число. 3 числа. Одинаковое число. Одинаковое число. Ничего не слышно, кому Уже везде. Пальцев у меня 25 на одной руке. Сколько же пальцев на другой? Да на обеих ногах 10. Как это так? Пальцев у меня 25 с логическим ударением. оказалось равной 7. Как это могло случиться? Половина числа 12. Встретились школьники, разговорились. Я сказал один, знаю слово, имеющее 7 одинаковых букв. А я сказал второй, знаю слово, которое имеет 40 букв и тоже все одинаковые. Мое слово все-таки самое удивительное, заявил третий. В нем одном 100 букв. Какие это слова? Все 3 слова назвать? Все 3 слова. Запишите, и один кто-то скажет. Не гадайте. Так, назвать 3 слова. Один сказал, знает 40 букв, одинаковые слова. Другой сказал, знает слово, где 7 одинаковых букв. А третий сказал, где 100 даже. Какие умные. Назовите эти слова. Так, версия есть, пожалуйста. А третий сказал, где 100 даже. Какие умные. Назовите эти слова. Мое слово все-таки самое удивительное. В нем одном 100 букв. Нет, если неправильно, скажи неправильно. Свою версию назвал. Неправильно как подарили. Ответ можно услышать? Семья сорока, правильно? Стол сказали. Сам сказал. Так, все, не засчитывать, команда не довольна. Следующий вопрос, пожалуйста. Вы теперь. Все, не засчитали. Неправильно вы ответили. Стол. Что-то надо было придумать. Ваше время. Ваше задание. Не засчитали. Неправильно. Следующее задание будет у вас. Третье. Быстрее. Да или нет? Следующее задание. Слушайте. Какой знак надо поставить между нулем и единицей, чтобы получить число больше нуля, но меньше единицы? Какой знак я переводчик? Надо поставить между числами 0 и 1, чтобы получилось число больше нуля, но меньше единицы. Ох уж это математика. Между числами 0 и 1, чтобы получилось число больше нуля, но меньше единицы. Нет, вы не гадаете, кто-то один отвечает. Вы слышите, вы видите, когда как порядочные люди там что-то делают? Какой знак? Так, нет, вы не гадаете, вы видите, как порядочно. Кто будет отвечать? Кто будет отвечать? Вы путь направления неправильно взяли. Кто будет отвечать? Неправильно. Надо было поставить больше. Двигай деньги. Говорите быстро. Так, все? Версии есть у вас? Говорите, я дальше продолжу. Нет, говорите. Нет. Говорите, если неправильно, я дальше пойду. Говорите, я дальше продолжу. Хоть что-то говорите. Нет? Угол вы говорите? Неправильно. Неправильно. Дальше. Она бывает сувениром. Это вторая подсказка. За нее вы будете 2,5 иметь, если ответите. Дальше. Она бывает сувениром. И она часто встречается одной из стран земного шара. Она бывает
сувениров. И она часто встречается в одной, эта фигура, еще одно слово я добавлю, эта фигура бывает сувениром часто. Самое главное, это то, что второе предложение. И она часто-часто встречается в одной из стран земного шара. То, что второе предложение. И она часто... Стоит увидеть эту фигуру, мы сразу говорим, какая это страна. Дальше подсказки нету. Считаю до 3. Раз. Пирамида. Правильно. Пирамида. Похлопайте. Нет. Но вы не думайте, извиняйте, на урок геометрии она делает. Так, вторая команда, вам задание. Вы не подскажете. Он как луч солнца. Но как стрела к физическим величинам, силе, напряженности, он голова. Он как луч солнца. Он как луч солнца. Но как стрела. Физическим величинам, силе, напряженности, он голова. Он как луч солнца. Вектор. Правильно. Первый. Вторая подсказка была такая. Если убрать первую букву в имени великого греческого воина, то получится вектор. А кто? Вектор. Подсказка была такая. 5. Если убрать первую букву слово нашему жюри. Все правилу, по какому-то закону, что все написано. Вот то, что у них на лапках, это не просто так цифры. 27. Не орите. Правилу, по какому-то закону. Вот здесь что должно быть? Закономерность найти. Так мы будем все числа перечислять, да? Холодно, жарко. Можно я тогда сказать? 1. Тепло. Так вы будете все подряд теперь считать. Так, тогда я попрошу объяснить закономерность. Откуда? Пожалуйста. 6, правильно. Нет, одна цифра там, одно число должно стоять, да? Тогда я попрошу объяснить закономерность. Что ты сказала? 3 сказал, с коридора кричал. 3 правильно. Ты просто сказала и догадался. Наугад сказал, сам признается, молодец. Наугад сказал, но это 3 правильно. А теперь найдите закономерность. 3 правильно. Тут 3 должно быть. Наугад сказал, сам признается. Что с чем? Меня с чем? Наугад сказал, но это 3 правильно. А теперь найдите закономерность. С чем? Тут 3 должно быть. Подсказывай. Числа, которые стоят на первой и на третьей лапках, сложили. И суммы чисел первой и третьей лапки отняли 6 и 5, 11, 14 минус 11. И суммы чисел первой и третьей лапки отняли 6 и 5. Уже будем говорить на последних 3 конкурсах. 10-й конкурс это ты мне, я тебе. КВМ за этот конкурс получил 2 балла, а БАМ 1 балл. 11-й конкурс. Просто отдохнем. Тут уже КВМ получил 9 баллов, а БАМ 10 баллов. Последний конкурс «Черный ящик», КВМ 5 баллов, БАМ 2,5. Очевидно было, все это уже поняли. Так. Итого, по всем 12 конкурсам КВМ у нас получил 79,4 балла, и БАМ 71,4. Побеждает КВМ. Сейчас, одну минуту. Я хочу поблагодарить обе команды. Вот что я вам Теперь, пусть небольшие, да, я просто решила от себя поблагодарить участников. Победителям чуть-чуть подарок, да, небольшие, да, купить
поддержку, не расстраивайтесь. Подумаешь, там 25 2 штуки стоит. Эти блокноты по 2 штуки тут. Молодцы, хорошо. Не расстраивайтесь, да? Все, есть у вас какое-нибудь предложение, жюри, пожелания? Кроме счета, вы что-нибудь умеете делать? Жюри, Карл Ласковый, пожалуйста. Иван, хочешь что-нибудь нам пожелать, да? И надо учить или учиться. Если бы у тебя была возможность вернуться в школу, что бы ты посоветовала бы им, это для них очень важно, и сделала бы не так. Хотя ты, пусть я хочу, не хочу стилить,